Скажи, пожалуйста, откуда взялась идея поставить именно эту сказку и почему ты обратился к своей, ну, наиболее интересной на сегодняшний день режиссерской работе именно к этой сказке? Ну, во-первых, надо сказать, что это моя дипломная работа, и тема моей дипломной работы была как раз постановка спектакля лабораторным методом. Вот. И мне было очень интересно поставить себя в лабораторные условия как режиссера. Как актер я уже бывал там, и я знаю, что это, как это, с чем это едят. А вот как режиссера это был некий такой вызов для себя и для команды, которая со мной работала. Вот. И я максимально постарался себя поставить в такие экстремальные условия. Во-первых, мы выпускали этот спектакль за 10 дней в необычном пространстве, чтобы, ну, как бы было тоже интересно поработать с пространством в фойе. Материал я тоже выбирал не сам. Для меня был важный критерий, лишь чтобы это была именно татарская народная сказка, потому что мне хотелось поработать со сказкой, потому что это тяжелый материал. Поэтому я обратился к завлиту нашего театра Лейсянга. Я сказал: предложи мне, пожалуйста, сказку. Вот, она мне предложила сказку «Гүльчачак». После первого раза, когда я прочитал, она мне абсолютно не понравилась. Я думал, что с этим делать? Как это вообще? Потом начал читать, потом начал углубляться, начал читать образы, что такое убрлы вообще в татарской мифологии для татар, и обряды какие-то уже, вот это свадьба, не свадьба, все вот эти вещи начал читать, изучать, и потом уже у меня начались сходиться картинки в голове, что-то начало придумываться, потом уже мы обсуждали это все с хореографом, то есть она как бы поддержала мою идею, и потом уже начало все потихоньку рождаться. Давай погрузимся немножко в такую твою творческую режиссерскую лабораторию. Сказка — это же не такой современный сторителлинг, где есть совершенно четкое там начало, экспозиция, развитие действия, там, психологические развитие персонажей и так далее, и так далее. Вот как ты пришел именно к такой форме создания своего спектакля? Почему? Вот какие этапы ты прошел? Просто чуть-чуть приоткрой вот то, что всем интересно, как в режиссерской голове рождается форма, как он ищет материалы, как он работает с актерами, поскольку не секрет, что наш театр, он также татарский, в основном привык работать в рамках психологического театра, где необходимы всем обоснования, мотивировки и так далее, и так далее. Вот невероятно интересно. Я, конечно, сказал, что спектакль выпускался за 10 дней, но сколько работы было до этого, знаю только я на самом деле, потому что я читал и изучал как бы очень долгое время. Кого ты читал? Бакирова читал, потом очень много татарских народных сказок, где убрлы есть, вот, и вообще как бы сказки других народов, которые смежные с этой сказкой. Вот, и мне очень было интересно, что... Ну, вообще, эта сказка очень интересная. Она необычная, потому что мы же знаем, что сказки как бы есть про животных, какие-то бытовые, волшебные, а эта сказка, она в себе все как бы совмещает. Вот. И она написана как-то очень странно. Мы сразу понимаем, что это очень древняя сказка. И есть там какие-то места, что, возможно, это даже нечиктер до нас как-то вот по кускам дошло, потом уже как-то собрали. Ну, то есть очень много было вопросов. И вопрос, который задали на обсуждение, что с мужем, этот вопрос меня тоже очень долго как бы коробил, и мы искали на него ответ. Но я как режиссер, конечно же, на него ответил. Мне кажется, в спектакле на этот вопрос тоже есть ответ. Просто кто-то его видит, мне кажется, кто-то нет, и мне кажется, это нормально. Вот.
По поводу работы с актерами. Я благодарен своей команде, которая согласилась, во-первых, на эту авантюру, потому что, когда мы создавали этот спектакль, это же был просто мой дипломный проект, это еще к театру никакого отношения почти не имело, и они абсолютно самоотверженно работали. Спасибо за это им огромное. Вот, и спектакль все-таки создавался все равно таким методом горизонтального театра, когда все пробовалось, мы искали форму каждой сцене, как бы ключ какой-то, а как было бы интереснее, вот. И какие-то вещи рождались во время репетиции уже, то есть предлагали актеры, а может так попробуем? Давайте попробуем. То есть у тебя, получается, не было заранее придуманного образа, к которому ты хотел идти? Был, Получается, конечно, был. В голове он, конечно же, сразу же создался. Просто какие-то сцены визуально ты уже изначально в голове придумываешь, потом эта картинка уже оживает. А иногда мы пробовали, чтобы это возникло. А иногда даже получалось лучше, чем в голове родилось. Ну, как обычно бывает. Скажи, пожалуйста, а как вот твой метод работы с актерами, который позволяет им выходить из привычных стереотипов, штампов, которые есть у каждого актера, для воплощения вот столь необычных мифических персонажей, которые существуют не в человеческом континууме? Ну, мне кажется, это для меня, как для актера еще, мне кажется, это большой такой опыт. Да и вообще сказки — это очень нужный материал, мне кажется, в театрах, особенно в ТЮЗе. Ну вот. И татар халык әкиятләре театрда булырга тиеш. Абсолютно точно я в этом уверен. И я рад, что в нашем репертуаре сейчас появился такой спектакль. И есть у меня такая мечта продолжить этот путь, чтобы были еще несколько сказок в нашем театре. Возможно, Лаберса в дальнейшем будущем мы еще что-нибудь интересное сделаем. Вот. Что касается работы с актерами, я же говорю, они сразу доверились. То есть я боялся, во-первых, что мы же все актеры. То есть как бы и тут вдруг кто-то становится, ну, грубо говоря, на ступеньку выше и начинает тебе говорить, что делать. И я боялся того, что возникнет вот это недопонимание, а почему он мне что-то говорит, как бы это. Такого не возникло вообще. Вот за это я благодарен артистам. Они сразу доверились. И даже когда мы первый раз встретились, на самом деле, сейчас я скажу, наверное, очень неправильную вещь, но когда я начинал ставить спектакль, первая фраза, которую я сказал артистам, я сказал, что мне, если честно, не важен диплом. То есть я абсолютно ставил спектакль не ради диплома. Мне, ну, то есть как бы понятно, что комиссия должна посмотреть, что они должны оценить, но для меня было важно сделать такой спектакль, чтобы в будущем он остался в репертуаре, и чтобы самое главное, это было интересно и кайфово играть актером. Потому что, мне кажется, это, ну, намного важнее. Диплом, оценки, это все как бы зачем? А само ощущение, что артисты это выпускают с любовью и потом играют, и даже когда вот мы месяц назад уже Гүльчәчәк играли, и Альбина Апа вдруг в гримерке просто говорит: «Гүльчәчәкне сагындым». Знаете, это какое наслаждение для режиссера, когда актер говорит: «Я соскучился по этому спектаклю». Мне кажется, ну, как бы вот эта химия какая-то у нас случилась. То есть все дело в дружбе, в цели, которые вы оба, ну, все вместе хотите достичь. Мне кажется, да. Замечательно. Вот, я так понимаю, ты же прочитал большое количество сказок Да. во время этой подготовки. На что ты еще положил глаз? Что бы ты еще хотел? С одной стороны, мне хочется поставить сейчас что-то абсолютно противоположное, по атмосфере имею в виду. Вот. С другой стороны, после просмотра «Гүльчәчәк» ко мне многие люди подошли и сказали, что страшилка, ну, как бы этот жанр, что он интересен сейчас очень, и
даже сказали, продолжайте именно этот путь. Вот, поэтому я пока не буду раскрывать секретов, мне кажется, но есть какие-то у меня в голове такие звоночки на некоторые сказки. Вот. То есть мы можем надеяться на такую трилогию татарских хорроров на сцене? Возможно. Возможно. Ну, я очень надеюсь, что все сложится и получится. А по срокам не скажешь? По срокам это уже от меня, к сожалению, не зависит. Вот. Как родится, так родится.